Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на июнь для раков. Июнь 2020 года. Это будет у нас любовь и отношения. Посмотрим для тех, кто пока что в поиске партнера, для тех, кто в ссоре, для тех, кто недавно расстался, для тех, кто недавно встречается, для тех, кто давно встречается, те, кто вместе живут без регистрации, и те, кто в браке. Итак, посмотрим, что у нас здесь происходит. Те, кто в поиске партнера, здесь встречают человека довольно-таки молодого, может быть, еще не высокое, как бы не прочное он место занимает в социуме, да, может быть, с работы еще не определился, может быть, ищет себя, да, то одно, то другое, либо, может быть, недавно приступил к новой какой-то работе, может быть, получил какой-то новый навык профессиональный, учился где-то, да, и вот сейчас начинает работать. Кроме того, это человек, знаете, такой, который любит показать себя там умным, рассудительным, разумным и так далее. Давайте посмотрим, что будет тут для вас происходить, дорогие раки. Ну, смотрите, в принципе, это будет встреча очень такая неожиданная для вас, да, и вас будет радовать. Единственное, что, может быть, этот человек со временем вам покажется, знаете, ну, как не по зубам, да, может быть, или вам покажется, что это не тот человек, которого вы ждали, как бы несоответствие как будто бы вот вашим мечтам. Но с другой стороны, вы видите, что этот человек многого добьется через некоторое время. То есть сейчас, может быть, он вот в такой ситуации, когда он еще не твердо стоит на ногах, да, когда он еще не применил свои какие-то интеллектуальные способности полностью, но он может занять очень хорошее положение в обществе, он может быть очень сильным, хорошо зарабатывать и так далее, и так далее. И вы, в конце концов, поймете со временем, что это большая удача, что вы этого человека встретили. Очень здорово тут. Единственное, что вы можете здесь как-то отказаться. То есть вам покажется, что этот человек вам не подходящий, вы можете отказаться от него. Это зря, пока не нужно этого делать. Может быть, вам покажется, что он там легкомысленный, или там нет работы у него, или мало зарабатывает, или много говорит. Может быть, критичный какой-то, да, может быть, это он просто так себя как-то защищает пока что, да. Так, теперь те, кто в ссоре. Здесь выпадает карта дьявол, а это значит, что у вас какая-то сильная зависимость есть от вашего партнера, либо у него от вас, но, скорее всего, у вас. И, скорее всего, это касается денег, да. Вот, смотрите, вот была ссора. И вот ссора и какое-то такое расставание. Знаете, возможно, кто-то из вас вот, знаете, вот здесь вот две карты физической, ну, можно так сказать, физической зависимости какой-то, да, друг от друга. Это может быть сексуальная зависимость в том числе. И вот, знаете, когда у человека есть зависимость, обязательно возникнет критическая ситуация, обязательно будет какая-то ссора. То есть, когда отношения неровные, когда они бывают там слишком какими-то эмоциональными, обязательно будет спад, такие качели, да, и вот у вас как раз сейчас это происходит. То есть, то, допустим, сильно любите, то ненавидите, да, или, допустим, то есть желание такой привязанности очень сильной, то отгоняете от себя этого человека. То есть вот может быть такое. Кроме того, здесь еще перемены какие-то очень важные у вас в ваших привычках, да, в вашем окружении, может быть. То есть, знаете, может быть, в последнее время не было возможности проявлять себя вот в профессиональной сфере, да, и здесь появились какие-то вредные привычки. И ваши условия для того, чтобы помириться, это, скорее всего, чтобы человек отказался от этих вредных привычек, да, а он, может быть, как бы не соглашается, считает, что вы как бы манипулируете, вы давите и так далее. И что тут важно? Важно то, что человека этого вы никак не поменяете. То есть, если он сам не захочет,
он ничего делать не будет по вашему слову, да, то есть смотрите, если вы хотите с этим человеком быть, то лучше оставить его в покое и дать ему возможность самому своей судьбой распоряжаться. Если же вы не можете вот как бы принимать его таким, да, вот какой он сейчас есть, то тогда лучше отказаться от него, потому что здесь нет возможности что-то поменять. То есть вот если, допустим, вы вмешиваетесь, да, вы как-то стараетесь его направить, уберечь, это бесполезно, здесь ничего не получится такого. Поэтому если вы не в состоянии вот его как-то в таком состоянии принимать, в таком положении, да, то лучше отказаться тогда, не мириться совсем. Теперь те, кто расстался недавно со своим партнером, это может быть просто расставание, может быть это развод, и пятерка пентаклей говорит о том, что здесь может быть какие-то сложности, может быть даже ваше расставание произошло из-за недостатка финансов, может быть сложная ситуация, допустим, вы требуете от своего партнера, либо говорите, вот я вам говорила, не надо было тратить деньги, да, или вот я вам говорила, я тебе говорила, что нужно было там откладывать какую-то сумму, или вот ты не можешь позаботиться о нашем материальном благосостоянии. В общем, что-то такое может быть с деньгами связанное, с кризисом, да, и из-за этого, может быть, вполне вы тут рассорились, расстались, да. Если это... Давайте посмотрим. Но, скорее всего, вы здесь получили какую-то информацию о том, что, видимо, у него кто-то есть, то есть кому-то он уделяет внимание, может быть, переписывается с кем-то, да, может быть, встречается даже с кем-то. Это может быть как друг у него, да, человек, но вы подозреваете, что там какие-то еще есть чувства более глубокие, и из-за этого вы приняли решение расстаться. Скорее всего, здесь вот вмешательство есть третьих людей, не только в деньгах тут дело. Деньги это было уже, наверное, как пусковой такой крючок, да, пусковой механизм, когда уже все закрутилось и завертелось. То есть, смотрите, скорее всего, здесь будут сложности с жильем, с недвижимостью, с деньгами и так далее. То есть, вот при этом разводе, да, нужно будет эти вопросы решать. Можно ли здесь это как-то легче сделать? Но, скорее всего, здесь нужно будет договариваться, здесь нужно будет как-то, в общем, инициативу проявлять, в общем, вести себя так, как не ждет ваш партнер, для того, чтобы вот эту ситуацию решить. Скорее всего, здесь сложности все-таки у вас есть, связанные с расставанием. Так, а что у вас там в отношениях будет после расставания? Ну, смотрите, для вас все равно это лучше. Вот лучше, если вы расстанетесь, потому что как только вы расстаетесь, для вас открывается удачное время и в денежках, и появляются какие-то новые люди. И знаете, вот вы, видимо, вот в этих отношениях были... Ну, можно сказать так, жили без любви, да, то есть любви нет, либо, знаете, человек как отвергает вашу любовь, либо эмоционально как-то холоден, да, и вот вы, когда как бы без этого партнера, вы наконец-то начинаете жить нормально, то есть вы, у вас появятся силы, появится энергия, появится удача какая-то, да, в жизни. Теперь, те, кто... недавно начал встречаться, у нас шестерка пентаклей, замечательная карта, которая говорит о том, что у вас, возможно, все идет к тому, чтобы вы начали вместе жить, да, то есть быстро очень будут события тут развиваться, вы, скорее всего, понимаете, что друг другу подходите очень хорошо, и, знаете, ваши отношения даже уже сейчас могут быть как-то очень серьезные, да, то есть настроены на то, чтобы как-то это все оформить. Может быть, вам комфортнее было бы жить вместе, да, чтобы ваши отношения в какой-то комфортной обстановке развивались и так далее. То есть хорошее тут время, июнь для вас. Теперь те, кто давно вместе, давно встречается, четверка пентаклей. Но здесь вот карта говорит о том, что пока что не стоит вам развивать дальше отношения, переходить на новый уровень. Вам нужно решить какие-то насущные проблемы, возможно, с деньгами.
может быть, вам нужно как-то закрепиться на каком-то уровне. Может быть, знаете, у вас были какие-то сложности, и вот недавно, может быть, у вас только все утряслось, да, вот нужно как-то закрепиться в этом положении, не нужно форсировать события, переходить на новый уровень, в общем, просто пожить как бы в спокойствии, да, отдохнуть, насладиться вот комфортом и так далее. Если для вас денежный вопрос важен, может быть, стоит как-то позаботиться о финансовой стабильности, о материальном обеспечении друг друга, да, то есть, ну, не только друг друга, их самих себя тоже, чтобы вот вам было хорошо, стабильно, и пока что вам на другой уровень здесь не рекомендуют карты переходить. Посмотрим, что дополнительно еще карты скажут. Ну, у вас тут все хорошо, в принципе, у вас любовь, забота, комфорт, вы решили, скорее всего, вопрос уже с жильем, да, вместе живете вы, скорее всего, или собираетесь вместе жить. Вот, может быть, была какая-то сложная ситуация непонимания или сложная ситуация с деньгами, с жильем, и вы ее тут можете в этом месяце успешно решить. Скорее всего, вот те, кто уже давно встречаются, да, они, скорее всего, вместе здесь будут жить. У вас тут все очень хорошо. Теперь те, кто вместе живут, но без регистрации. Здесь десятка чаш, карта, которая говорит о том, что все ваши тут желания исполняются. Вы очень счастливы здесь, эмоционально наполнены, тут у вас какой-то комфорт. В общем, видимо, недавно у вас какая-то перемена была, улучшение ситуации, да? Может быть, вы переехали только. Может быть, вы узнали о том, что ребенок, допустим, будет, да? Но в любом случае у вас здесь прям улучшение такой ситуации. Вот такое ощущение, что исполняются все ваши желания, о которых вы давно-давно мечтали. И здесь очень много энергии, очень много поступков. Знаете, когда, ну, скажем так, семейное счастье, много можно не говорить. Дальше. Здесь у нас те, кто в браке. Карта старшего аркана «Справедливость» говорит о том, что вы здесь решаете какие-то вопросы, связанные с вашими обязанностями. Да? Вот вы когда-то, когда в брак вступали, вы взяли на себя обязанности. И вот сейчас возникают вопросы как раз с этими обязанностями связанными. Или, может быть, даже под вопросом вообще ваш брак. И смотрите, что здесь получается. Действительно, очень много эмоций, действительно, очень много чувств, а может быть даже соблазны какие-то есть у одного из партнеров. И вот, знаете, скорее всего, здесь вопросы денежные. Вопросы денежные, может быть, встают вопросы нехватки денег там на детей, на семью и на самое необходимое, да, и здесь вот может быть очень сложный момент, вы можете даже задуматься о том, что зря, допустим, вы вообще решили брак заключить с партнером, да, может быть, зря на него понадеялись, рассчитывали, или, может быть, знаете, один из партнеров, допустим, выполняет свои обязанности, а другой нет. И вот могут быть какие-то сложности, очень много эмоций. Так как из этого выйти лучше? Ну, смотрите, как здесь. Скорее всего, вам здесь нужно будет принять решение. Здесь все зависит от вас, от вашей воли свободной, да, но все-таки вот карты такие, знаете, это просто настроение. Если вы, да, вот смотрите, все-таки нужно попытаться сохранить семью, сохранить отношения. Это все временно, эти эмоции уйдут, пройдут, и дальше все как бы выровняется. То есть жизнь, она такая штука, сегодня так, завтра так, но все-таки вам здесь нужно сохранять брак, сохранять семью и стараться вот выполнять свои обязанности, обязательства по отношению друг к другу. Может быть, нужно поговорить прям с глазу на глаз очень хорошо и искренне, да. Может быть, нужно договориться об обязанностях каких-то. Но опять же стараться, чтобы это все было тихо и мирно. Давайте теперь посмотрим совет на отношения раком в июне. Шестерка трефовая. Карта говорит о том, что будут, скорее всего, заботы. Может быть, будет тревога какая-то, да. Но все-таки здесь вот в это время перемен,
нужно обязательно быть, знаете, таким человеком глубоко чувствующим, думающим о будущем. То есть не только вот в сегодняшней ситуации, как вы будете справляться, а как будет дальше. И вот здесь вот карта говорит о том, что эмоции это, ну, как бы хорошо, да, но ведь важно еще и то, что закончится это время, да, а вас друг у друга может не оказаться. То есть вот вы действительно, вот раком очень такая, как такой совет дается серьезный. Карты говорят о том, что у вас рядом человек, либо вы его встречаете, либо он уже у вас есть. Человек, которому вы можете доверять, человек по судьбе, человек, с которым вы знаете, вот даже на уровне дружбы хорошо можете общаться, вы на одной волне. И поэтому нужно сохранить эти отношения, несмотря на сложные критические ситуации, несмотря на эмоции, усталость, раздражение и так далее. Вот стараться все вопросы решать вот именно как с другом, как с лучшим самым другом, который вот вас всегда поддержит, который вас всегда поймет. И вот тогда есть возможность любые вопросы решить. Друзья, желаю вам прекрасного июня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Счастья вам и любви. До новых встреч!